эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В 2023 году программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были выполнены на 100%. В сельских населенных пунктах республики трудоустроено 166 медицинских специалистов. Выполнено 54% от плана. Продолжаются перевозки жизнеобеспечивающих грузов в районы Якутии. Благоустройство города – одно из важных направлений работы муниципалитетов. В этом году в Ленске начнется реализация многих проектов благодаря программе формирования комфортной городской среды. Сегодня отмечается 5 лет со дня открытия Генерального консульства. В консульский округ входит и наша республика. Конь ветров, счастье, удача, сила и успех. В Якутске открылась выставка монгольских художников. Объем фонда национального благосостояния на 1 марта этого года составил 12 триллионов 258 миллиардов рублей. Это следует из материалов Минфина страны. Объем ликвидных активов фонда составил почти 55 миллиардов долларов. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года составила свыше 22,5 миллионов долларов. В 2023 году программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были выполнены на 100%. В сельских населенных пунктах республики трудоустроено 166 медицинских специалистов. Отметим, что в стране реализуется стратегия развития арктической зоны, утвержденная главой государства. В рамках данной стратегии предпринимаются меры обеспечения доступности медицинской помощи населению. Наша съемочная группа выезжала в один из арктических районов Якутии и ознакомилась с работой программы. Проблема дефицита врачей и медицинских работников в сельских районах в той или иной степени характерна для всех регионов страны. Но наиболее остро она стоит в Арктике. В Верхоянском районе, в поселке Батагай, долгожданное строительство центральной районной больницы состоялось в 2021 году. С тех пор качество оказания медицинской помощи гораздо улучшилось. Однако дефицит врачей узкого профиля все же присутствует. В нашей ЦРБ нет узких специалистов, как врачей-кардиологов, пульмонологов, гастроэнтерологов. И мы направляем их в медцентр, Национальный центр медицины, РБ номер 1, по направлению. Они бесплатно обследуются и приходят уже с выписками и установленными диагнозами. И мы берем их на диспансерный учет и дальше наблюдение ведем сами. Алина Жиркова – молодой участковый врач-терапевт, родом из Верхоянского района Элигейского наслега. К судьбе земляков всегда была неравнодушна. Так она решила работать по программе «Земский доктор». Дефицит узких специалистов врачи восполняют телемедициной. Возможности ограниченные тоже, можно сказать. У нас связи, оптоволокна нет еще пока. И связь слабая, но связь проводится. Мы можем провести телемедицинскую консультацию, пока есть возможность такая. В отделениях, например, мы проводим для дальнейшей, например, для перевода больного тоже телемедицинскую консультацию и согласовываем госпитализацию, и через них можем перевести больного по линии РЦМК уже. В целом население положительно оценивает качество оказания медицинской помощи в районе. Удовлетворительно. Да не удовлетворительно, хорошо можно сказать, что как-то не отказывают ни в чем. Я стою на учете у онколога, что это в Якутск ездим мы же все-таки. Но здесь хирург-онколог. Не знаю, для меня то, что мне надо, то здесь есть. Для обеспечения доступности медицинской помощи в арктических районах и труднодоступных населенных пунктах в Якутии действует проект «Мобильные доктора». Так бригады врачей разных профилей выезжают в далекие поселения, где проводят медосмотры. Сокращается количество жалоб на оказание медицинской помощи, на какие-то комфортные условия. Они сокращаются. Хочется мне, отдельно поблагодарить мобильные бригады. В том году, как сказала, уже 3 раза приезжали. 2 раза бригада для осмотра взрослого населения, 1 раз бригада для осмотра детского населения. Они осмотрели всех, кто желал. Они побывали в каждом уголке наших населенных пунктов, везде, и в селах, и даже на маленьких участках. В текущем году группа мобильных докторов продолжает работу по оказанию первичной специализированной медицинской помощи жителям Арктики. Теперь же жители арктических улусов, которые работают и проживают в оленеводческих стадах, будут охвачены медпомощью в полном объеме. Марферина Алексеева, Иван Яковлев, Иван Саркаумов, Батагай.
Сегодня, 7 марта, глава Якутии Айсен Николаев работает в Нерюнгринском районе. Программа визита главы включает в себя посещение учебных заведений, строящихся жилых домов, встречи с населением, руководителями предприятий и волонтерскими движениями. Подробнее о визите главы расскажут нерюнгринские коллеги. Первым пунктом визита главы республики в Нерюнгринский район стал Южно-Якутский технологический колледж. Здесь, начиная с прошлого года, реализуется федеральный проект «Профессионалитет», инициированный главой государства Владимиром Путиным. Благодаря этому в колледже открылся образовательно-производственный кластер по горнодобывающей промышленности. Уверен, что Южно-Якутский технологический колледж будет и дальше развиваться. Более того, вот как раз послание президента, оно очень серьезно мотивирует нас развивать вот эту непрерывную систему школа, колледж, вуз. Более того, в нашей республике уже есть хорошие примеры реализации этого проекта. Но что касается Нерюнгри, я считаю, что здесь филиал Северо-Восточного федерального университета, конечно, должен сейчас тоже активно начать развиваться, чтобы отвечать уже вызовам времени, которые сегодня есть, так и соответствовать статусу высшего учебного заведения, которое находится у нас здесь, в столице Южной Якутии. В ходе осмотра жилых домов квартала Р глава республики проверил темпы строительства. Первые дома будут сданы до конца первого полугодия 2024 года. Большая часть квартир в них будет предоставлена переселенцам из аварийного жилья. Кроме того, в продолжении темы улучшения жилищных условий для нерюнгринцев Айсен Николаев встретился с молодыми семьями района и лично вручил им жилищные сертификаты по программе помощи семьям, успешно действующей в Якутии более 15 лет. В принципе, несложно было все документы собрать. Очень быстро собрали, подали. И как раз ждали ребенка третьего. И вот как бы быстро в очередь нас передвинули. Очень быстро. Счастливы, да, что есть такая вот программа, поддерживающая молодые семьи. Очень благодарны всем. В программу визита главы республики также вошла встреча с волонтерскими движениями Нерюнгринского района, где руководители озвучили основные показатели своей работы. Волонтеры обсудили с главой имеющиеся у них вопросы, получили поддержку и благодарность за свой благородный труд. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Координацию перевозок жизнеобеспечивающих грузов обсудила межведомственная комиссия под председательством первого вице-премьера республики Дмитрия Садовникова. В этом году план перевозок составляет 731 тысячу тонн. На сегодняшний день фактически доставлено 397 тысяч тонн или 54% от плана. В этом году отмечается небольшое опережение графика перевозок. Что касается арктических территорий Якутии, то план перевозок грузов для обеспечения жизни местного населения в этом году заявлен на уровне около 240 тысяч тонн. Доставлено до мест назначения чуть более 90 тысяч тонн, это почти 40% от плана. На сегодняшний день уделяем особое внимание по арктическим районам. Это Янская группа районов, Среднеколымская, по автодорогам, по автозимникам. Особое внимание и на особом контроле находится Северно-Батантайский район. У нас по нефти там есть определенные вопросы, но благодаря работе перевозчиков, хозсубъектов и дорожных служб данная критика была снята по обеспеченности нефти. На сегодняшний день перевозки идут в штатном режиме. 15 февраля 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России жителю поселка Нижний Куранах, майору вооруженных сил Игорю Юргину. 17 марта 2022 года он возглавил группу, принимавшую участие в освобождении поселка Каменка на Донецком направлении. В стенах школы, которую окончил Игорь, прошла встреча близких военнослужащего с педагогами. К беседе присоединились и наши коллеги. Гимназия Нижнего Куранаха принимала почетного гостя Василия Юргина, отца участника специальной военной операции. Указом президента России командир штурмового отряда майор Игорь Юргин был удостоен звания Героя России. Это его заслуга полностью. А то, что наши родительские этому не вырасти, воспитать. Все. А так что все остальное от него зависит. В данный момент он потерялся, сказал: папка, я перезвоню, как через недели-полторы. Они, когда вот операция идет, вот их отправляют на передок. Они когда воюют, им связи нет. Встреча педагогов с близкими выпускника героя получилась очень теплой. Рассказывая о том, каким был Игорь в школьные годы, учителя вспоминали забавные ситуации и мальчишеские проделки бывшего ученика. Был спокойный на уроках, тихий, даже застенчивый. Но на переменах, конечно же, позволял побегать, поиграть. Что его отличало, он был очень честный,
честным и справедливым. Поэтому он всегда хотел помогать людям. Знаете, он был очень улыбчивый. Улыбка у него, кстати, не изменилась. Добрый, вежливый. Повзрослевший Игорь остался верен мечте юности. Получив аттестат, он был направлен районным военкоматом в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Закончил его с успехом, значит, и проходил дальнейшую службу в Воронежской области, по-моему, сначала. Тогда еще отличался таким бесстрашием, целеустремленностью. В настоящее время высшей государственной награды удостоены 6 жителей Якутии. Игорь Юргин стал 5-м якутянином-героем России. Являясь достойным примером для младших товарищей, с наставниками своей школы, Игорь поддерживает прочную связь. Когда он поступил в Благовещенский институт, приезжал к нам сюда в гости. Он всегда приезжал в форме, такой статный, красивый. Мы его приглашали на классные часы с старшеклассником. Испытывая гордость за земляка, жители Нижнего Куранаха стремятся всемерно поддержать бойцов, выполняющих задачи спецоперации. Трудовые коллективы, общественные организации и неравнодушные граждане присоединяются к различным акциям в поддержку военнослужащих. Сейчас буквально мы приобретаем технические средства. Это коптеры, которые изготавливают наши алданские предприниматели, изготавливают его в городе Алдане, комплектуют, усовершенствуют. На днях Игорь отметил день рождения. 3 марта ему исполнилось 29 лет. Жители Нижнего Куранаха ждут земляка домой в отпуск. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алданский район, поселок Нижний Куранах. В Якутии продолжается досрочное голосование. До 14 марта жители труднодоступных и отдаленных местностей смогут отдать свой голос за выбранного кандидата. Так и в Нерюнгринском районе для отдельных групп избирателей проходит активный этап голосования. Досрочное голосование в районе началось 29 февраля, и до его окончания проголосовать досрочно могут более 1000 человек. Речь идет об оленеводах, сотрудниках метеостанций, железнодорожниках, газовиках и работниках вахтовых поселков. На сегодняшний день у нас проголосовали 9 оленеводческих бригад и родовых общин, которые находятся далеко в тайге поселка Иенгра. Мы охватили и также железнодорожных работников на станциях труднодоступных. Всего у нас проголосовало на сегодняшний день 60 человек. Мы использовали для досрочного голосования специальный железнодорожный транспорт, так называемая автоматриса, на которой у нас сотрудники, члены участковой избирательной комиссии, проехали по труднодоступным станциям. Всего их было 6. Благоустройство города – одно из важных направлений работы муниципалитетов. В этом году в Ленске начнется реализация многих проектов, многие из которых получили финансирование благодаря программе формирования комфортной городской среды. Одним из основных станет благоустройство улицы Орджоникидзе. Одна из первостепенных задач – благоустройство улицы Орджоникидзе, включая территорию около детского сада Сардана. В прошлом году по результатам конкурса формирования комфортной городской среды на эти цели была выделена субсидия в размере 50 миллионов рублей. Сегодня закуплены спортивные детские площадки, малые архитектурные формы. Все это находится на пути в Ленск. Благоустройство детской площадки перед детским садом Сардана. Обустройство пешеходной зоны по улице Орджоникидзе, участок от улицы Аюнского до улицы Пролетарская, и обустройство остановочного пункта на этой части улицы. Хотелось бы установить там теплую остановку. В рамках проекта в зоне благоустройства появится новое дорожное полотно с водоотводом. Все работы, связанные с благоустройством дороги, это и знаки, разметка возле заездной карман возле остановочного павильона, это газоны, тротуар и велодорожка. Это что касается программы реализации комфортной городской среды в этом году. Параллельно идет работа и по разработке новых проектов. 2 из них снова выносятся на голосование жителей. Оно начнется уже с 30 апреля. Первый объект – это второй этап благоустройства парка, чтобы еще лучше его преобразить. И второй объект, в принципе, который напрашивается, очень, и жители тоже нам об этом говорят, это участок улицы Аюнского уже от юности до второй школы.
То есть в этом году мы Орджоникидзе благоустроим, и получится мы так объединим эту зону благоустройства от процента проголосовавших за тот или иной объект, который победит. Вот, зависит от того, получим мы это финансирование либо нет. Что касается благоустройства парка, то здесь появятся дополнительные спортивные и игровые площадки, тропы здоровья, лавочки и другие предметы малой архитектурной формы. Со стороны улицы Чапаева установят летнюю и концертную площадки. Также будет обустроено место для установки аттракционов. Второй проект, который будет выдвинут на голосование, это благоустройство улицы Аюнского. В связи с тем, что здесь очень много жилых домов, сама территория граничит с жилыми домами, площадки отдыха, они будут более такого тихого отдыха. Естественно, появится у нас очень комфортная прогулочная зона. Очень хотелось бы благоустроить территорию, которая непосредственно прилегает ко второй школе. Она тоже сегодня не благоустроена, нет нормальных парковочных мест, нет безопасных пешеходных подходов. Для того, чтобы одна из этих территорий была благоустроена, линчанам нужно проголосовать за понравившийся проект. И уже в следующем году в нашем городе появится еще один новый современный объект. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. За 5 лет реализации программы поддержки местных инициатив совместными усилиями органов государственной власти и жителей республики в регионе сооружено более 2200 объектов благоустройства. Инициативные якутяне с радостью откликнулись на возможность самим поучаствовать в формировании комфортной городской среды и постоянно вносят свои предложения по улучшению качества в жизни в селах, городах и поселениях. О некоторых из них расскажет Александр Хавренко. Якутия – один из самых передовых регионов во многих областях, в том числе и в вопросах местных инициатив. Благодаря активной работе якутян вот уже десятки населенных пунктов республики приобрели новые общественные пространства, облагородили территории и так далее. Одним из ярких примеров такой инициативы является строительство сквера воспитателя в 202 микрорайоне города Якутска. Хорошо подготовившись, в 2022 году, в декабре, мы выиграли этот грант, и чему очень рады. И вот реализовали этот памятник воспитателю. И мы тогда не знали, что 2023 год будет объявлен годом педагога и наставника. И вот так вот очень удачно все сложилось. И в год педагога-наставника в 2023 году мы реализовали проект «Сквер воспитателю». В этом году будет реализована вторая очередь благоустройства сквера. Сооружение фонтана, установка освещения и озеленение территории. Другой яркий пример – благоустройство территории в Горном Улусе. Самый яркий из них – это сквер Е, благоустройство набережной Матта с пешеходным переходом, пешеходным мостом и мини-парк Семена и Сафрона Даниловых, села Бердигостях. Также в 2024 году, в этом году, будет завершена реконструкция объекта площади Победы села Бердигостях. Самое главное в реализации этих проектов, что именно жители муниципалитетов решают и определяют, что нужно конкретно их населенному пункту. В селе Булгунихтах Хангаласского улуса жители решили построить парк, и теперь он центр притяжения всех жителей села. Очень здорово, что у нас существуют такие программы, и благодаря таким вот мероприятиям в нашем селе построили такой замечательный парк, где имеется скейт-парк и очень хорошие современные коворкинг-зоны. По вечерам, летом особенно, здесь очень бывает приятно гулять и очень приятно смотреть, когда здесь собирается молодежь, дети, молодые семьи с колясками гуляют. Проекты поддержки местных инициатив затронули всю республику. С инициативой своих проектов на 2024 год заявки подали 386 муниципальных образований. Это почти 86% от всех населенных пунктов республики. В рассмотрение были вынесены более 1800 проектов. Активно, конечно, предлагают, выбирают проекты, которые требуют решения. И из этих 1800 предложений для участия в конкурсном отборе было отобрано 482 проекта. Из этих проектов было отобрано 337 проектов, которые будут реализованы до конца этого года.
В своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о продлении до 2030 года всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и предложил увеличить софинансирование народных проектов из федерального и регионального бюджетов. Это значит, что и в нашей республике каждый год будут создаваться новые комфортные территории на радость якутянам. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. Во Владивостоке состоялась торжественная встреча в честь 5-летней годовщины со дня официального открытия и функционирования Генерального консульства. На встречу были приглашены все консулы и руководители диаспор Приморского края. Стоит отметить, что в этот консульский округ входит и наша республика. Постоянное представительство вручили приветственный адрес и поздравительное письмо на приеме. Все мероприятие прошло в рамках национального узбекистанского праздника Навруз. Сегодня отмечаем, отмечают они Навруз праздник. В честь 5-летия открытия Генерального консульства и праздник Навруз. Навруз это, как все узбеки стол накрывают, Навруз праздник, там всех в одеждах национально, как видите. Но это очень крупный узбекский праздник. Пилот воздушного судна, машинист крана, руководитель маршруток. Все эти не женские профессии выбрали представительницы прекрасного пола. И сегодня героини провели встречу с молодежью Якутска. Подробности у Амана Отова. 8 марта – Международный женский день. В связи с этим в городе Якутске состоялась встреча женщин совершенно разных профессий со студентками учебных заведений. Само мероприятие велось в формате беседы, и молодые девушки внимательно слушали и задавали вопросы про важность их работы. Я хочу научиться тому, насколько женщины сильны, и я хочу брать с них пример в будущем. Я хочу стать таким же хорошим человеком и познать для себя все, что они узнали в течение своей жизни. Также с приветственным словом выступила мать 3 сыновей воинов-участников специальной военной операции Марина Бахилина. Она рассказала про свой опыт волонтерства в Донецкой Народной Республике. Другие героини поделились своим мнением касательно цели данного мероприятия. Чтобы в каждой сфере улучшить, помочь, услышать нас, где-то какие-то недочеты исправить, может быть. Ну и, наверное, что еще? Больше, наверное, помощь, скорее всего. Ждем помощи в плане каких-то нерешаемых вопросов, чтобы они решились. Практически все героини сложных профессий не называют свою работу чем-то отважным или тяжелым. По их мнению, если работа приносит удовольствие, то никаких сложностей не будет. Самое главное – любовь к делу и польза остальным. Аманотов, Павел Пахомов, Якутск. Также в канун Международного женского дня в Национальной библиотеке Якутск состоялось торжественное вручение паспортов Российской Федерации юным представительницам прекрасного пола. В этот торжественный день их пришли поддержать родители. Помимо документа, удостоверяющего личность, им были вручены цветы. А также для того, чтобы юные обладательницы паспортов знали свои права, организаторами мероприятия была вручена Конституция Российской Федерации. Это мероприятие у нас традиционное. Мы начали его проводить с 2022 года. Каждый месяц можно будет получить паспорт в торжественной обстановке. Для этого необходимо записаться при подаче заявления у специалиста МФЦ. И торжественной выдачи, как правило, приурочены к государственным праздникам. Конь ветров, счастье, удача, сила и успех. Именно так переводится монгольское слово «химорь», которым назвали выставку, представленную в арт-галерее «Юргел». Известные художники Монголии привезли свои работы. Это картины в современном стиле и стиле абстракционизма, а также необычные скульптуры. Подробнее о ходе открытия и о работах художников расскажет Тимур Колмогоров. Выставка, названная организаторами «Духом Монголии», представит зрителям работы художников-мужчин, в творчестве которых прослеживается сила и дух монгола-кочевника, сила их земли и расклад ума. Одной из таких работ является композиция «Море», которая использует вполне себе обычные палитры красок, чтобы необычными формами и видами изобразить вполне себе обычное море. Сандадин Болдбатор, который является автором данной композиции, художник-абстракционист. Он пишет картины, наполненные его мыслями и видением мира. На выставке у него представлено 15 работ, и каждая из них по-своему уникальна.
Нас приехало 3 художника из Монголии. Я являюсь художником и преподаю в ВУЗе. Работаю в стиле абстракционизма и модерна и хотел представить все направления своей работы. Стараюсь работать во всех направлениях современного изобразительного искусства. Всего на выставке представлены работы 3 художников. Это более 30 различных картин, пейзажи, образы и композиции. Кроме этого, были представлены несколько необычных скульптур, которые также наполнены духом монгольской степи. Ну, в большинстве с монгольской стороны мы привозим вот именно культурные, да, мероприятия. Например, в 2022 году, кроме вот художественных выставок, мы еще проводили и дни монгольского кино совместно с Домом культуры «Дружба народов» имени Кулаковского, вместе с Министерством внешних связей, то есть с поддержкой, да, вот, например, такие мероприятия. Выставка организована в рамках работы общества Монголо-Саха сотрудничества. Организация работает на территории республики с 2015 года. С тех пор представителями общества было организовано множество мероприятий в различных сферах жизни якутян. Одним из таких является данная выставка. Она будет доступна для посещения с 8 по 13 марта. Тимур Калмогоров, Павел Пахомов, Якутск. Слава и гордость якутского спорта. 75-летию со дня рождения легенды якутской вольной борьбы, первого олимпийского чемпиона среди народа Саха Романа Михайловича Дмитриева посвятили торжественное собрание общественности в Театре оперы и балета. Собрались родные, друзья, близкие люди выдающегося спортсмена, представители спортивной общественности, руководство республики. Прозвучало много теплых слов в адрес легендарного якутского чемпиона. Также гостям показали спектакль «Сулус Буалан Умайдым» о Романе Дмитриеве. В 2011 году присвоено имя Романа Михайловича Дмитриева училище Олимпийского резерва. И вот в 2015 году на 3-м международном турнире памяти Романа Михайловича Дмитриева мы открыли музей спортивной славы училища Олимпийского резерва, где рассказывается о наших спортивных достижениях наших учащихся, выпускников. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.